Я спрошу там. Мы трансляцию включаем? Да. Нажимаю уже. Еще раз доброе утро. Доброе утро, дорогая церковь, да, кто есть в зале, нас не так много. Всем привет, кто нас смотрит онлайн. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь города Якутска. Слава Богу за сегодняшнее утро чудесное. Нас не так в зале. Я надеюсь, что нас церковь смотрит онлайн или будет смотреть. Но, знаете, что бы ни происходило вообще, да, вот, какие бы моменты в жизни в нашей не были, вот классно знать, что Бог, Он никогда не меняется, да? Что Он сказал, что никогда не оставлю, не покину тебя, и ты можешь всегда на Него положиться. Аминь. И вы знаете, я думаю, что Богу также было бы приятно знать, что вот что бы ни происходило, где бы ты ни находился, даже если у тебя нет возможности прийти физически на собрание, но ты можешь поклоняться Богу там, где ты есть. Да? Что бы ни происходило, что Он может на тебя рассчитывать, что ты будешь Ему верить. Аминь. Поэтому, кто нас смотрит онлайн, кто находится в зале, давайте мы благословим это собрание, мы помолимся, мы прославим Господа. Хорошо? Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать к нам. Благодарим Тебя за возможность иметь общение, иметь собрание вот так, пусть онлайн. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господи. Мы уповаем на Тебя. Мы любим Тебя, Господь. И мы просим Тебя, Господи, благослови это собрание, как мы его сейчас благословляем. Всяким Твоим благословением. Господи, мы ожидаем от Тебя в это утро, что Ты будешь двигаться, как Ты хочешь. И, Господи, где бы ни находились люди сейчас в нашей церкви, все, кто принимает участие в собрании, Господи, пусть никто не останется равнодушным, Господь. Восполни нужды каждого, где бы он ни находился. И говори в сердце, Господь. Совершай те действия, которые Ты хочешь, Господь, в жизни людей. Господи, кому нужно обличение, где бы он ни находился, пусть он получит обличение. Но кому нужно ободрение, я провозглашаю, пусть он получит ободрение от Тебя. Пусть получит радость, Господь, потому что Ты сказал, радуйтесь. Несмотря на пандемию, несмотря ни на что, Господь. Потому что Ты великий Бог, Ты за нас. А если Ты за нас, то кто против нас? Господь, если Ты с нами, то какие проблемы вообще могут быть? Мы отдаем еще раз просто это собрание в Твои руки. Как мы отдали свою жизнь в Твои руки, Господи. И мы уповаем на Тебя. И мы славим Тебя, Господи. Прими эту хвалу и это поклонение, которое мы приготовили для Тебя. Аминь. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Твое прикосновение и милость Твоя велика.
в это час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его, все мы ждем Его, все мы ждем Его.
Тебе, зная, что Ты поспешествуешь всякому делу, Господь, рук наших, Господь. Ты есть наш покров, защита. Аллилуйя, благодарим Тебя, благодарим, Господь, уповаем на Твои обетования. Мы сегодня говорим, что ранами Твоими мы исцелились. Господь, по всей земле сейчас очень много болезней, Господь, всякие вирусы, Господь, всякие болезни, Господь. И Ты сказал слово Своем, что если мы будем простираться к Тебе в молитве, Господь, будет ли на земле голод, будет ли моровая язва. Если мы будем простирать Тебе руки, Господь, и воззовем Тебе, то Ты, Господь, будешь изливать свою благодать, Ты будешь пошлать свою защиту. И Ты сказал еще в Слове Своем, что призывающий имя Иисуса Христа будет спасен. Отец, мы сейчас мы молимся за каждого болящего, Господь, который в своих болезнях и страданиях, Господь, призывает Твое имя. Господь, прикоснись Твоей могущественной силой, покровом Своим, Господь, сила крови Твоей, Господь, пусть ходатайствует за каждого человека. И мы провозглашаем, что каждый верующий Тебя имеет иммунитет крови Иисуса Христа в своем организме. И мы, как церковь, провозглашаем, что ранами Иисуса мы исцелены. О, Господь, спасибо Тебе за эту церковь, за всех верующих, за Твой народ, который этим утром предстоит перед Твоим лицом. Славим Тебя и благодарим. Аллилуйя, Господь, именем Иисуса Христа. Как высохла та самоковница, которую Ты сказал, высохни. Пусть этот вирус высохнет во имя Иисуса Христа и не будет болящих. Господь, пусть Твоей благодатью, пусть Твоей любовью наполнится эта земля во имя Иисуса Христа, чтобы Ты прославился, Иисус, на этой земле и среди народа Твоего. Также мы благодарим Тебя, Господи, за все церкви по Якутии, по Дальнему Востоку, Северо-Восточном Союзе. Мы благословляем епископа, мы благословляем всех пасторов, служителей. Господи, наполни их сердца огнем Духа Святого, Господь, чтобы они были верными Тебе, Господь, чтобы они с радостью, Господь, благоговением предстояли и входили-выходили перед Тобой, Господь. И пусть дай, Господне, видение, как управлять над церквями, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть вера, Господь, которую Ты вселяешь в нас, Господь, пусть она будет, Господь, подкреплена молитвами, Господь, ибо колыбель веры — это есть молитва, Господи. Помажь уста, Господь, чтобы люди открывали уста с верой, Господь, чтобы они наполнялись духом молитвы, огнем молитвы во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Иисус! Также мы благословляем наше правительство, начальство власти, потому что Ты сказал, чтобы мы прежде всего молились за всяких человеков, за начальство власти, чтобы нам жилось хорошо. Мы благословляем миром Твоим, Господь, каждого правителя, каждого, кто поставлен начальствовать, владычествовать над народами, над городами, Господь, чтобы страх Божий был в них, Господь. И мы призываем Тебя, Дух Святой драгоценный, войди, Господь, огнем Духа Святого в кабинеты правительства, Господь, чтобы они имели видение от Тебя. Мы благословляем этот мир, мы благословляем правительство, начальство, президентов, мэров городов во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Пусть будет на этой земле благодать Твоя. Также мы благодарим, Господь, и благословляем каждого человека, кто сегодня имеет нужду. Пусть каждый человек отдает всякую нужду Тебе, ибо Ты есть ответ на все наши молитвы, на все наши нужды. Ты сказал: возложите все заботы на Меня, ибо Я печусь о вас. Да, Господь, Ты тот, который дает и посылает, открывает пути благословения в нашей жизни, в каждой сфере нашей жизни. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за наших служителей, за прославление, Господь, которое простирается, Господь, и открывает пути небесам. О, Господь, прикоснись их сердца, прикоснись их уст, Господь, чтобы уши их благослови, Господь, чтобы они могли слышать песни небес, Господь, чтобы они горели всегда огнем Духа Святого, Господь, чтобы изливалась благодать Твоя, Господь, через прославление, Господь, чтобы оно охватило весь народ Божий, Господь, чтобы она распространялась по всей земле, Господь, во имя Иисуса, ради того, чтобы прославилось имя Твое. Также мы сегодня благословляем нашего пастора, Господь,
Спасибо Тебе, что Ты нашел его верным, Господь, и поставил на это служение. Благослови его высоким духом, как у Даниила, Господь. Пусть он будет, Господь, стоять твердо на истине Божьего Слова во имя Иисуса Христа. Господь, и помажь его уста на сегодняшнюю проповедь, Господь. Пусть это будет хлеб с небес, Господь, который будет достигать сердец человеческих, Господь, чтобы было посеяно семя на благодатную почву, которая будет приносить плоды 30, 60 и во 100 крат жизни верующих людей и их окружения. Во имя Иисуса Христа во всем да будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. 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 Еще раз доброе утро всем. Доброе утро всем, кто смотрит нас онлайн. Я посмотрел, у нас зрителей онлайн больше, чем людей в зале. Всем привет еще раз. И жизнь, она продолжается, несмотря ни на что. И слава Богу, вы обратили внимание, у нас вот и очень много людей в прославлении не было сегодня. И они заболели, кто-то, хочется надеяться, что это просто вирусные какие-то, ОРВИ там или еще что-то, но все мы живем в одном городе, все мы знаем, что происходит, да, как действительно, то, что полностью люди, они опасаются, знакомые заболевают, и молитесь об этом, хорошо? И также я хотел напомнить просто про все меры предосторожности, которые говорят: носить маски, кнопки в лифте не облизывать, соблюдать дистанцию и так далее. На самом деле везде есть здравый смысл в этом, да? Поэтому уже хочется расслабиться и забыть вообще про весь этот коронавирус. Но он как бы нам не дает расслабиться. Но все в руках Господних. Аминь. Ничто не происходит, он никогда не теряет контроль. Аминь. И вся власть, она принадлежит Ему. Сегодня у нас вот во время молитвы тоже, знаете, вот Светлана, она молилась, и она вот делала такие провозглашения, и как бы из Нового Завета, и что вот ранами Его вы исцелились, и это вот те обетования, которые записаны у нас в Новом Завете, да, и которые нам перешли, потому что мы принадлежим Иисусу, да, мы наследники этих, это как нас касается или нет, вот то, что написано. Просто я к чему это говорю, знаете, сегодняшняя проповедь это вот сила новых обетований, или обетований, или обещаний, да, то есть обетование это что? Это такое красивое слово для обещаний, да? Которое мы не употребляем, но если говоришь обетование, ну как-то, наверное, это Бог, да, вот, обещал. И есть сила в этих обещаниях. И с самого начала я хотел, знаете, вот представьте такое, включите свои воображатели, море, пляж, и вдоль пляжа идет ребенок, ну, то есть вдоль моря, по пляжу. Небольшой мальчик, жарко, он несет футболку, как бы, да, в этих плавках, раздетый. И он идет, и смотрит, сидит женщина под зонтиком на пляже. И что-то читает. Он подходит, смотрит, она читает Библию. Он спрашивает: вы верующие? Я говорю: да. Вы каждый день Библию читаете? Да. И молитесь каждый день? Да. Вы можете мои 40 рублей покоровить, пока я искупаюсь? Вообще это была шутка. Как-то не очень зашло. Суть в чем? Вот этот маленький мальчик, почему он так у нее выпытывал, да, все, и потом говорит: вы можете покоровить мои 40 рублей? Он хотел выяснить, может ли он ей доверять, да? Он увидел, что она читает Библию. Он ее: давай спрашивать, то есть действительно ли там молитесь, читаете. И он говорит: вы можете посторожить вот мои 40 рублей? Он пытался выяснить, может ли он ей доверять. Вы знаете, часто люди вот в мире
их отношение к нам, да, вот оно такое вот, что можем ли мы им доверять? Когда ты приходишь к кому-то и говоришь о Христе или еще о чем-то, они просто смотрят, они оценивают на тебя, и они думают, могу ли я ему доверять? Потому что если они смогут доверять тебе, тогда они смогут принять то послание, которое ты несешь. Но если ты никакого доверия не вызываешь, и ты там говоришь какие-то речи, ну кто тебе поверит, да? И могут ли люди нам доверять? Знаете, вот то же самое, вот есть место Писания, 2 Коринфянам, 1 глава, 18-20 стих. Здесь Павла, да, вот его, ну, в предыдущих стихах его обвиняли, что вот он как бы нечестный человек, да, и, то есть критики у него были. И он пишет следующее, да, с 18 стиха. «Верит Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь. Славу Божию через нас». Я то же самое место Писания прочитаю в новом переводе, да, в современном. Ну, оно как-то, кому как, в общем, как-то, мне кажется, более ясно. Павел отвечает, говорит, «Заверяю вас пред Богом, который верит, то, что говорю вам, я говорю без колебаний, в Сыне Божьем Иисусе Христе, которого вам возвещал я, Силуан и Тимофей, нет никакой неопределенности, в нем всегда лишь только да. Все обещания Божии подтвердились в Иисусе Христе, поэтому и мы говорим через Него во славу Бога. Аминь». Знаете, вот, ну, что в синодальном переводе, что в этом переводе, да, здесь есть такая фраза, там, пред Богом, который верен, да, или верен Бог. Бог, Он верный. Это так или нет? Верен ли Бог? Библия говорит, да, что Он верный. Давайте мы посмотрим числа, 23 глава, 19 стих. Там написано следующее. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Разве он так будет поступать? Нет. Бог всегда исполняет то, что Он обещал. Потому что Он Бог, Он не человек, Он не колеблется. Сегодня да, завтра нет, потом я передумал. Если нельзя, но очень хочется, то можно. У Него все четко. И Он не меняется, да? Бог, Он верный. Евреям 10 глава, 23 стих. Написано следующее. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно». Будем исповедовать. Да? Неуклонно. То, что мы уверены. Ибо верен обещавший. Он верен. Кто-нибудь скажет? Аминь. Аминь. Бог верен. Он исполняет то, что Он обещал. И потому что Он так поступает, у нас есть надежда. В отличие от этого мира, который часто у него, ну, он просто безнадежен. Когда вот пандемия вообще все вот началось, я с ужасом, знаете, ну, смотрю на людей, которых вот, ну или не обязательно даже пандемия, но когда вот что-то такое происходит, знаете, редко, когда человек в своей жизни не сталкивается вот с такой ситуацией, когда, казалось бы, все, вот уже и сил нет. И тебе пойти-то некуда. Просто кто-то может сказать, ну, у меня такого не было. Ну, подожди еще. Жизнь, она еще не таких обламывала. Не обязательно, ну, кто-то по-разному может быть. У кого-то материальная какая-то сторона, у кого-то какие-то семейные вопросы, у кого-то какие-то душевные терзания. Не суть. Но в этом мире нет надежды.
Ты можешь полагаться либо на себя, либо там на своих друзей. Но люди, они, какие бы хорошие ни были, они могут подвести. Но Бог, Он верен. Аминь. Я хотел бы привести просто несколько примеров, да, вот про обетование, что я начал говорить. Что за обетование, что за обещания, которые Бог вам дает? Павел писал, 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Павел пишет то, что Бог сказал ему, да. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. И Иисус говорил, Матфея 6 глава, 31-33 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царствие Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Евреям 13 глава 5 стих провозглашает следующее. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Вы знаете, один из основателей, один из отцов, праотцов ранней церкви написал следующие слова. Он говорит, что я читал Платона и Цицерона, то есть это великие мыслители его времени, да, и их высказывания, они мудры и красивы. Но ни у одного из них я не прочитал следующего. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть последняя, да, это цитата, которую он приводит из Библии, да, из Матфея. Знаете, вся мудрость человеческая, куча книг, как стать таким-то и таким-то, как добиться того-то и того-то. Замечательно все. В смысле, многие из них, они полезны, да? Но, знаете, никто не говорит, что приди ко мне, как вот Иисус говорил, возьми мое время, да, познай, что это такое, и найдешь покой твоему сердцу и твоей душе. И Библия, она полна обещаний на самом деле. Бог, Он обещает нам многое. Знаете, я нашел такую интересную информацию. В Новом Завете, кто-то, вот, я не знаю, почитал, я не знаю, насколько это правда, я сам не читал, но 750 обетований, вот только в Новом Завете, которые Бог, Он говорит своему народу. 750 обетований. Только 250 из них это как бы уникальные. Имеется в виду, что 250, они не повторяются, а все вот то, что общее число 750, они потом повторяются просто, да. То есть можно сказать, что, приблизительно, если средняя температура по больнице, да, среднее число вывести, то каждое обетование, их 250, да, оно повторяется, в среднем 3 раза в Новом Завете, в той или иной форме. 750 обещаний нам от Бога. Это довольно-таки много. Это прям круто. И знаете, я посмотрел вот еще в Новом Завете 7957 стихов. То есть, если все книги взять, они у нас пронумерованы, да, все стихи. Если их все сложить, получается 7957. 750 обещаний. И там 7957 стихов. Приблизительно получается 1/10 Нового Завета, она состоит из обещаний. Каждый 10-й стих в Новом Завете это какое-то обещание, обетование от Бога.
для нас. Можно сказать, что Евангелие, да, Иисуса Христа — это Евангелие обещаний для нас. Кто-то может сказать, 750 это же общее число, да, и 250 только вот как бы уникальное. Имеется в виду, не повторяющихся. Но знаете, это мне о чем говорит? Это говорит о том, что Бог просто Он нам повторяет. Для чего Он это делает? Он говорит снова, да, и снова, по 3 раза. Зачем это? У меня вот такая мысль, знаете, та же самая причина, почему родители, они повторяют своим детям. Они хотят убедиться, что ты понял, что до тебя дошло. Зачем родители повторяют? Потому что, если мне что-то сказали, да, хорошо. Нет, послушай. Вот сделай то-то и то-то и то-то. Для того, чтобы обратили внимание, да? Повторение, оно для этого. И другими словами можно сказать, что вот эти 250 обетований, которые есть в Новом Завете, Бог повторяет снова и снова для того, чтобы мы обратили на них внимание. Кто-нибудь согласен со мной? Аминь. Это важная вещь. Бог не просто их записал, но еще и повторяет. Послушай меня. Он повторяет снова и снова. И если взять вот эти вот обетования, даже уникальные, вот эти 250, и просто строить на эту проповедь, да, мы до вечера не уйдем. Если все это разбирать. Но в отличие от этого, вы знаете, я бы хотел посмотреть, больше не на сами обетования, а сместить фокус на то, почему Бог, Он дал нам эти вообще обещания. Зачем Он нам дал вот эти вот все обетования? Никто не размышлял вообще об этом. Знаете, мне кажется, что вот все обетования, все обещания в Новом Завете, которые есть и которые Бог говорит, если вот подвести черту и суммировать это все, знаете, Он хочет донести, что я всегда буду с тобой. Я всегда тебя прикрою. Тебе есть на кого положиться, ты не один. Знаете, мне кажется, что общий итог, да, он подводится, можно одним стихом выразить, это Евреям 13 глава, 5 стих. Он говорит, я никогда не оставлю и не покину тебя. Никогда. То есть, как проповедники любят говорить, никогда, это означает никогда. Да? Нет такого условия. Невозможно что-то такого сделать вот тебе. Я не хочу сейчас в это вдаваться, но суть в том, что, опять же, мы помним, да, это не потому, что ты такой хороший. Не потому, что я такой замечательный. Но это из-за Христа. Ты вообще тут ни при чем. Он возлюбил тебя. Вот эта любовь, она безусловная. То есть не так, что я буду что-нибудь хорошее делать, и ты меня полюбишь, и я тебе понравлюсь. Любовь, она безусловная. Он отдал своего сына еще до того, да, возлюбил нас до того, то есть мы еще грешники были. И он говорит, что я хочу быть с тобой, я буду с тобой. Еще раз, это прямо такой разительный контраст по сравнению с этим миром. То, что вот вообще, в современной культуре, в человеческой происходит, там совсем все по-другому. Знаете, один из известных мыслителей, гуманистов французских, он сказал, что следующие слова, что человек не может рассчитывать ни на кого, кроме себя самого. Он один, покинутый на земле посреди своих бесконечных ответственностей, без помощи, без какой-либо другой цели, кроме той, которую он выбирает сам для себя.
без какой-либо другой судьбы, кроме той, которую он сам кует здесь, на земле. Звучит, с одной стороны, красиво, но такая безнадега. Человек, он один, может полагаться только на себя. Цели только те, которые он сам там выбрал. Судьбу он сам себе кует. Но знаете, в отличие от этого, Бог говорит: нет, ты не один. Тебе не надо жить свою жизнь, да, и в такой вот безнадеге, что тебе никто не поможет, и тебе не к кому обратиться. Без моей помощи. Но что справедливо, ты действительно выбираешь свою судьбу, да? То есть у нас есть выбор. Мы можем принять жизнь, или принять Христа, или отказаться. Но Бог говорит, да, что если ты отдашь мне свою жизнь, у тебя будет судьба, которую ты действительно желаешь. В отличие от того, что если ты не отдашь, то у тебя будет такая судьба, которую ты будешь сожалеть. Ты не один. Ты не покинут, и ты не остался без помощи. На самом деле, ты – это та причина, по которой Иисус, Он пришел на эту землю, и Он пострадал, и Он пролил кровь. Для того, чтобы ты был спасен. И в этом вот суть вообще обетования Божьих. Знаете, такая вот вещь, я бы хотел обратить ваше внимание. Знаете, вот что такое вообще обетование или обещание? Вот обещание – это что-то, да, что происходит, ну или произойдет через какой-то промежуток времени, отдаленный, да, от настоящего времени. Ну, то есть, к примеру, например, если отец приходит домой, да, и говорит ребенку: одевай куртку, идем в магазин, я тебе сейчас куплю мороженое. Вот это не обещание. Это просто такая декларация своих намерений. Он уже принял решение: одевайся, мы прямо сейчас идем, я тебе куплю. Но если он ему скажет: в следующую пятницу мы вместе пойдем там, в кафешку, я тебе куплю мороженого, в каком там, в третьем, да, Никинка живет, ну, 2 ты получишь, да? Тогда что происходит? Ребенок, он вот это вот несколько дней остается до этого обещания. Ну, это просто такой вот пример, да, я не знаю, насколько удачно вообще дети сейчас ждут мороженого или нет, но вы понимаете, да, как бы просто такая аллегория. Когда ребенок, он ждет этого события, что вот что-то оно произойдет, и, ну, у него есть ожидание этого. И то, что происходит тут там посреди недели, могут быть какие-то там неприятности, там двойку в школе получил, упал, там нос разбил, еще что-то происходит. Но это все не важно, потому что есть вот это обещание, которое будет потом, и которое он ждет, которое наступит в пятницу. Потому что папа обещал. Да? Он сделал обещание. И не важно, что там произойдет. Он не обращает внимания вот на какие-то вот эти все мелкие неурядицы, которые происходят в жизни. Вы понимаете, да, о чем я? Ну, вообще, о чем я говорю? Есть такая песня или гимн, вот я не знаю, ну, если вот кто-то у баптистов был, там есть такие книги, да, вот гимны. И на самом деле много из них, они прямо, ну, классные песни, которые прошли столетия, прошли десятилетия. И вот одна из таких песен, это «Верность твоя велика». Я как бы не буду пытаться петь, потому что я просто, знаете, на самом деле это, ну, интересный тоже, он не такой старый. В 23-м году в Америке человек, он писал стихи, он потом работал в христианском институте в Муди, такой, ну, был. Не суть, он просто отправил свои стихи, другой человек написал музыку, он говорит, меня так сильно коснулось, я, говорит, усиленно молился о том, чтобы музыка, вот она была такая, которая бы подчеркивала вот это, да. И, то есть этот вот, христианский институт Муди, он довольно популярный был, вот как бы в 20 веке, ну и сейчас, наверное, тоже.
И потом такой проповедник Билли Грэм, был известный, да, он просто взял эту песню, этот гимн, и на его евангелизациях, они везде его использовали, и он стал популярным. Потом его кто-то привез в Англию, он там стал популярным, потом его кто-то перевел, есть человек, у меня там имя, фамилия, кто его перевел на русский язык, у нас он также очень популярен. Но я просто вам хотел бы прочитать, первый куплет и припев, да? «Верность твоя велика, о мой Боже, мудрость и милость единые явил. Ты неизменен, от века ты тот же, пол сострадания и отчей любви». Там, верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь твоя. Вы знаете, можно было бы MP3 файл запустить, наверное, послушать для большего эффекта. Но классная песня, но вы знаете, вот интересная вещь, вот эти слова, они основаны на книге «Плач Иеремии». Да, про верность Господа, что ты верен. И вот «Плач Иеремии», да, вообще интересная книга в том смысле, что произошло. Иеремия, он там, почему называется плач? Он оплакивает то, что произошло с Израилем. То есть Самария, да, она пала, она была захвачена, народ израильский, он был угнан в рабство. И Иеремия, вот он пишет, и он говорит, что «Я знаю, что я вижу своими глазами. Я понимаю, я вижу все трудности, которые сейчас перед народом Божьим есть. Но...» И дальше, давайте я вам просто прочитаю. Он сначала там говорит, я просто такой вольный такой пересказ он сделал, да, что вот он, я понимаю, да, и вот это все, и мы в рабстве, и все вот это вот происходит. Но потом он дальше, смотрите, «Плач Иеремии», 3 глава, 21-26 стих. Он говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Вы знаете, Иеремия, вот он здесь, вот как вот этот вот ребенок из моего примера, которому папа в пятницу обещал купить мороженку, да? Не важно, что сейчас вообще происходит. Вот такие трудности, которые они выпали. Потому что у меня есть обещание Божие, да? И верен обещавший. Иеремия, он смотрит, он ждет этой пятницы, да? Условно. Потому что Бог, Он верен, и Он обещал. Вы понимаете, к чему? Что бы ни происходило в твоей жизни, да? Вот ты можешь просто брать те обетования, которые есть в Новом Завете. Знаете, почему важно читать Библию в том числе? И вроде бы ты уже и знаешь, и читал 10 раз вместо Писания. Казалось бы, да? Но ты потом читаешь, и тебе Бог открывает совершенно по-новому. Или какой-то стих загорается, он тебе говорит в твою ситуацию конкретно сейчас. И ты можешь взять это обещание, это обетование, которое тебе открылось. И когда что-то происходит, и все говорит, что все не так вообще. Но ты стой на этом, потому что Бог, Он тебе обещал. Не важно, что сейчас происходит. Я знаю, что потом настанет пятница, и папа мне обещал мороженое. Вы знаете, как вот проповедь сегодня, это сила новых обещаний, да, или обетований. Но вот Новый Завет, да, у нас вообще все новое. Мы создали новым творением в Иисусе Христе. Аминь. Нам дана новая песня. Пойте песнь новую. И у нас есть новые обетования.
Кто-то может спросить, а вот эти вот обетования, которые есть в Новом Завете, почему ты говоришь, действительно новые? Вот эти вот все обещания. Смотрите, 2 Коринфянам, 1 глава, 20 стих, то, что мы читали. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть в Иисусе Христе, да, в Нем, аминь, славу Божию через нас». Что я хочу здесь показать? Что с Иисусом, в Нем, да, с Ним у нас есть все обещания, которые были там и в Ветхом Завете к израильскому народу, там, благословение. Но Иисус — это тот, кто делает их для нас новыми. Хотя они, может быть, там и не нам были, да, обещанные, сделанные. Но через Иисуса это наше. Для нас это новое. Но без Иисуса у тебя нет никаких обещаний. Нет никаких обетований. Давайте я вам поясню. Смотрите, вот, например, возьмем стих. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Здесь говорится: Он, то есть Иисус, да, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Здесь обетование в чем заключается? Что ты можешь быть мертвым, ты можешь умереть для греха и жить для праведности, для правды. Почему? Потому что мы такие классные ребята? Нет. Но это обетование, оно потому, что Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Вот из-за этого, то есть через Него, да, ты можешь иметь праведную жизнь без греха. Потому что ранами Его мы исцелились. В Нем это обетование, оно для нас есть, да. Ефесянам 1 глава, 13-14 стих. В Нем, то есть во Христе, да. И вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованием Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Я еще раз то же самое место прочитаю в новом переводе. Смотрите. В Нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славы. Здесь обетование в том, что у тебя есть гарантия на спасение. Ты получил спасение, потому что ты запечатлен Святым Духом. А как мы получаем Святого Духа? Мы получили Его, потому что мы поверили в Иисуса Христа. Без Иисуса не будет никакого Святого Духа, не будет никакой вот этой печати. И без Иисуса не будет у тебя никакой гарантии на спасение. Вы понимаете, да? Но все обетования, которые нам даются через Христа, они наши. В Деяниях, 2 глава, 38-39 стих написано: Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь наш, Господь Бог наш. Здесь обетование в том, что когда мы каемся в грехах, да, и мы принимаем крещение, мы принимаем прощение, да, и Святого Духа. Каким образом? То, что мы покаялись и мы крестились в Иисуса Христа. Вообще какой-то смысл есть в этом? Но вообще, по идее, послание к бодрению. Бог, Он жив, верен, обещавший.
Знаете, есть у нас в жизни вообще вот такие, можно так тоже сказать, обетования, на которые мы полагаемся, и они являются частью нашей повседневной жизни. Вот если ты работаешь на работе, ты выполняешь какой-то труд, у тебя есть обетование, можно так сказать, о том, что ты получишь какую-то награду за свой труд, да? Зарплату. Если ты идешь, ты покупаешь, не знаю, какой-то предмет повседневный, там, не знаю, там, пылесос, стиральную машину, еще что-то. У тебя есть гарантия на нее, да? Ты получаешь тоже обещание того, что она у тебя какой-то срок проработает и не сломается. Но вот эти вот все вот обетования, которые у нас есть в жизни, можно другие примеры приводить, да? Ты либо за них заплатил, либо ты их заработал, да? То есть, в любом случае, ты заработал, ты трудился, ты что-то сделал, чтобы получить их. Вы согласны? Ты заслужил, заработал. И если что-то пойдет не так, если с тобой не рассчитаются на работе, если у тебя на следующий день твой пылесос он сломается, у тебя есть все права, чтобы пойти, да, обратиться там куда-то, в суд, еще куда-то, чтобы тебе компенсировали все это. Потому что ты заслужил, у тебя есть полное право. Ты требуешь этого по праву. Но с Божьими обещаниями все совсем по-другому. Мы вообще никак ничего не заслужили. У нас вообще ни на что прав нет. Чего-то нам требовать. Мы не заслужили, мы не заработали вот этой гарантии от Бога. Но Бог предлагает и дает нам обещание, потому что Он любит нас. Просто и без затей. Безусловно. Как написано, да, в Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он отдал Сына Своего, да, единородного. Он возлюбил этот мир, возлюбил тебя. Его вот обещание о спасении, оно основывается на Его любви. Оно не зависит от нашего отношения. Мы ничем не зарабатываем. И мы имеем гарантию спасения просто по праву того, что мы Его дети. Когда ты принимаешь Иисуса Христа, и ты становишься Его сыном, это все. Мы ничем ничего не заслуживаем. Я не хотел вас вгонять в унылость какую-то, и в такое состояние. Я вообще думал, что радостно будет. Видите, оно всегда. Да? Но я шучу, но суть в чем? Знаете, кто-то может вот смотреть, может быть, у всех сейчас хорошо у кого-то, да? Но я вот смотрю как-то, знаете, вроде бы только-только уже думаешь, жизнь как-то налаживается. И какие-то планы строишь, там еще что-то. А вам то вирус, то еще что-нибудь. А это никогда не заканчивается, да? В разных масштабах. Какие-то проблемы, они всегда. Но у нас есть обещания. 250 уникальных и 750, которые там, они повторяются в Новом Завете. И Бог, Он говорит, что я не оставлю и не покину тебя. Ты не один, я буду с тобой. И поэтому мы должны смотреть на это. Кто не сомневается, что Бог Он верный? Кто-то сомневается, но большинство нет. Если Он сказал, Он сделает, Он не человек. Поэтому будем держаться упования вот этого нашего на Бога. Потому что мы уповаем не на человека, Он не изменится. Он сказал, и это написано, и Он сделает. Поэтому радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Именно поэтому. Не потому, что я так сказал. Не потому, что на меня можно положиться. Да? Но потому, что на Бога можно положиться. Я вообще никто, там даже и в подметке не гожусь, да? И никто из человека. Из людей. Из человека.
Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Я со словом все. Я надеюсь, что я вот очень старался, чтобы приехал. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Отец, Ты возлюбил нас первым. Мы ничем не заслужили Твою любовь. Господи, мы уповаем на Тебя, и мы знаем, что мы не будем постыжены. Ибо Ты Творец всего, Ты великий Бог. И мы просим Тебя, Господи, дай нам помнить это. Что бы ни происходило в нашей жизни, какие бы проблемы они ни стояли, мы знаем, что мы никогда не будем оставлены и покинуты. И мы знаем, что у нас есть кто-то, на кого мы можем надеяться. Аллилуйя. И если кто-то имел уныние в сердце, и что-то было не так, и что-то не клеилось, Господь, я прямо сейчас разрушаю всякий дух уныния. Я разрушаю всякую панику. Разрушаю всякий дух депрессии во имя Иисуса Христа. Потому что мы уповаем на всемогущего Бога, на великого Бога, который вселился сделать, и написано, что Ты верен обещавший. Дай нам это помнить в наших сердцах. И пусть это будет видимо в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа, да будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Слава Богу. Мы, кстати, забыли, по-моему, про пожертвование, да? Можно вот какой-нибудь, пару видео пустить, и если вы делаете пожертвование в электронном виде, это также можно сделать. У нас есть реквизиты в группе. Пусть Господь благословит каждого, кто дает. Я помолюсь коротко, вы не вставайте. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо давал в этой церкви, который дает, и они не перестают. Я прошу Тебя, Господи, благослови обильно, как я сейчас благословляю. Пусть в жизни все будет хорошо, не только в финансовой сфере, но вообще во всякой, Господь. Ты усмотри, покрой все нужды, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. Аминь. Аминь. И у нас сложная ситуация в городе, да, вот еще раз просто про, как это называется, эпидемиологическая обстановка. Да. Оставайтесь на связи, мы поддерживаем связь в группах. Да. Если у нас проходят домашние, смотрите сами по обстоятельствам. Еще раз, мы готовы предоставлять здание, да, вот здесь, чтобы можно было собираться. Не каждый готов приглашать к себе домой, да, но это возможно. Можно собираться здесь. Соблюдайте меры предосторожности, вообще, берегите себя вовремя, если что. И если что, обращайтесь, просто пишите в группу, не бойтесь. Просто бывает, знаете, люди не обращаются и говорят, что вот у меня уже 2 недели, температура 40 и так далее. Есть первые симптомы. Просите о молитве. Просите о молитвенной поддержке. Никогда уже я ходить не могу, и меня на ИВЛ подключили, например, да? Но заранее. Хорошо? Все, с миром Божиим по домам. Пусть Господь Он благословит вас на эту предстоящую неделю. Пока предварительно до следующего воскресенья. И я думаю, что, пока вы знаете, да, у нас детского служения пока, наверное, не будет, но вот еще какое-то время, потому что говорят, что вот новый штамм вот этот, дети, они очень уязвимы, особенно до 5 лет, и мы просто, решили, что это будет здраво, так как все школы посадили, дома не работают. Я понимаю, что детям скучно, и вообще они сидят дома, но я думаю, что это будет здраво. Как только что-то изменится, мы обязательно оповестим. Хорошо? Все. Господь благословит вас на эту неделю. Аминь. Выключил, да?